На монументе написано: «Я виконую свій обов'язок, Іса Мунаєв». Он написано на двух языках. На языке Украины, за которую воевал Иса Мунаев, и на языке Ичкерии, за которую он отдал фактически свою жизнь. Это вечные слова. Пройдут года, но этот камень будет вечно напоминать о героическом подвиге нашего командира, нашего Исы Мунаева. Сегодня для меня очень светлый день. Мы увековечили память моего отца сегодня. Я всем благодарен, кто пришел сегодня. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо, Тимурхан. За 2014 и 2018 год у нас было много минут молчания. Много бойцов, к сожалению, отдали свои жизни. Многих мы помним. И они живы, пока мы помним о них. И у нас погиб экипаж в этот день. И Иса погиб. И, в общем-то, на всю жизнь эти два события врезались в моей памяти. Тот, кто выполнил, того с нами нет. А тот, кто ждет, то он с нами есть. Это ислам. Религия гармонии, существования народов, наций и других верований. Таким был Иса Мунаев. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он принял его мучеником, дал ему райские сады, воздал ему благом, простил ему грехи и сделал нас вместе с ним вечно в раю. Эта молитва посвящается душе Исы Мунаева. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Иса Мунаев погиб 1 февраля 2015 года. К сожалению, эта трагическая дата была не только для нас, но и для всей Украины. Любое начинание, любое мероприятие невозможно провести, если нет понимания в органах власти. У нас редкое сочетание Днепропетровской области. Днепропетровская область — это форпост Украины. Здесь не только бойцы уходили на фронт, здесь и самая такая, знаете, украинолюбивое управление. Здесь находятся настоящие патриоты, которые не словом, а делом доказывают, что они помнят о наших бойцах, они помнят ту цену, которую они дали за жизнь. Мы обязаны помнить каждого героя, мы обязаны знать их фамилии, имена. Именно поэтому мы открыли аллеи памяти героев в сквере возле облгосадминистрации, где разместили фотографии всех погибших жителей Днепропетровской области. Там есть фотография Исы Мунаева, потому что он похоронен здесь, здесь его именем названа улица. Мы открыли музей гражданского подвига, музей АТО, в котором показываем фильм, и в этом фильме есть пронзительные слова Исы о том, что свобода просто так не дается, за свободу надо бороться. В память об этом мужественном человеке мы сегодня открываем этот памятный знак. Слава Украине! Слава!